Я родился здесь, в городе, в этом доме уже с 85-го года. Много чего связано с этим домом. Вон, видите, даже почти каждый год собираем виноград сами, растет он. У нас в Душанбе можно руку вот так высунуть и покушать бесплатно. А внизу там тоже груши есть, яблоки растут, шашлыки делали. Конечно, этого больше не будет, но надо, чтобы город рос. Ну, это можно все и за городом поехать. У нас хорошие места есть за городом. А то, что вот, как некоторые говорят, память, ну, память это мать и отец. Память. Вот это память. Но вот обратная сторона нашего дома. Вот смотрите, вот даже просто простой пример. Вот глаза смотрят на вот эти старые домишки, вот эти вот бараки, которые люди там возятся, как стирают, там же сушат, там же и туалеты находятся. Когда можно, вот, посмотрел глаз в другую сторону, и новостройка. Новые дома, они что-то новое вселяют. Новое вселяет. Дух нового, запах нового. Все равно, вот сколько лет прошло, живем здесь. Пыль, ржавые трубы, запахи ржавых труб идут. Кого не спрашиваешь, живешь, вот, заходишь в гости к некоторым, вот тут в таких они квартирах, в этих домах живут двухэтажных. Они ждут некоторые с нетерпением ждут, когда же их не учат, когда же они получат новую квартиру, когда же они переедут в хорошую новостройку, когда же кончится вот эта жизнь, вот эта старая жизнь. Квартира как квартира. Какая память, я не знаю. Ну, мероприятия, дни рождения проводили. Ну, какая может быть эта память? Я считаю, что, допустим, если построить новостройку, и квартира такая будет комфортная, допустим, красивая новая квартира, на этом же месте, допустим, будут мои сыновья жить. Вот это память. Это я память о себе оставлю, чтобы у них память осталась, что отец им сделал на этом месте, допустим, квартиру. Ну ты представь, какая радость, когда все это построят, какая радость будет. Для меня это незаменимая радость. Это считай, что я получил, как говорится, очень-очень большой подарок от Бога. Ну, грубо так, а так от людей.